Процентная ставка вознаграждения по государственной накопительной образовательной программе возросла почти вдвое. Как отмечает финансовым центром Минобразования, за последние 3 года она увеличилась с 8 до 14%. Напомним, что программа запущена в Казахстане с целью поддержки населения в получении платного образования в отечественных вузах и колледжах. При ее разработке учитывался опыт таких стран, как США, Канада и Малайзия. Специалисты уверяют, что сегодня Казахстан – единственная страна на постсоветском пространстве, внедрившая данную систему. Чем эта система удобнее, что нет обязательных требований по ежемесячному платежу, можно вносить в зависимости от своего дохода минимальную сумму, какая будет свободна в семейном бюджете, и, естественно, можно вносить единовременно. При этом, как показала статистика, мы делали расчеты, если, допустим, условно открыть депозит на 5 лет и ежемесячно вносить по 17 тысяч, то накопление составит от начисленной суммы где-то в среднем 1 миллион тенге, 40 плюс сверху 40%, это порядком 600 тысяч накоплений за счет премии государства и вознаграждения банка. Студент Султан Садыков учится на 2-м курсе по специальности инженерия, но уже сейчас готовится продолжить свое обучение в иностранном вузе. В прошлом году его родители открыли образовательный депозит. Теперь у юноши появился шанс реализовать свою мечту. И таких примеров сегодня множество. По данным финансового центра, в настоящее время уже 15 тысяч казахстанцев поверили в данную систему. Один из плюсов этой программы то, что эта программа поддерживает желание студентов получить образование за рубежом. Сам я хочу получить магистратуру, мастер-дегри в MIT, Массачусетском инженерном технологическом университете. Эта программа дает стимул для поступления за рубеж, потому что если мы поступим туда и выиграем грант, то тогда мы сами сможем распорядиться этими деньгами. Помимо открытия накопительного депозита, у казахстанской молодежи есть еще один вариант получить платное образование. Такую возможность дает образовательный кредит. Его главное преимущество в том, что будущему студенту нет необходимости предоставлять залог. Гарантом здесь выступает финансовый центр. Размер гарантии зависит от успеваемости студента. Чем у студента выше успеваемость, тем, соответственно, у него будет 100% покрытие оплаты за обучение. Чем ниже успеваемость, соответственно, и сумма кредита будет меньше. При этом существует льготный период. То есть с того момента, когда студент оформляет образовательный кредит в банке, он платит только проценты. Оплата основного долга наступает через 4 года после окончания вуза и 6 месяцев идет на трудоустройство. За 11 лет образовательные кредиты по программе финансового центра получили свыше 6 тысяч казахстанцев. Претендовать на них, кстати, может любой желающий. Для этого абитуриенту необходимо обратиться в банки-партнеры и предоставить договор с университетом и документы, подтверждающие успеваемость.